сегодняшней почте Бабакалонов прочтет прежде всего письмо от Рахима Маметова, председателя туркменского колхоза. С этим колхозом из братской республики их связывает давняя дружба. Когда в торжественной обстановке республика с республикой заключили договор на соревнования, поставили свои подписи Рахим Маметов и Пулат Бабакалонов. Рождается и крепнет истинная дружба. Бабакалонов и Маметов впервые встретились в Кремле на приеме делегации хлопкоробов Таджикистана и Туркменистана 4 декабря 1935 года. В тот день товарищ Сталин сказал, что дело с хлопком у них пойдет, развернется зажиточная жизнь, и что дружба между народами – самое ценное, что дала большевистская национальная политика. Как забыть сердечность и теплоту этой встречи с великим отцом народов, маленькую мамлякат рядом с ними. Бабакалонов передал товарищу Сталину подарок народа – национальный костюм таджиков. Золотым днем назвали этот день таджики и туркмены. Вместе с Бабакалоновым был тогда на приеме в Кремле и председатель соседнего колхоза, большевик, депутат Верховного Совета Таджикской Республики Дадабой Халматов. 20 лет они работают рядом, и сейчас, возобновляя договор на соревнования, могут с гордостью оглянуться, посмотреть, как живут и растут люди, что обеспечила им колхозная жизнь. Здесь был когда-то бедный кишлак Газион, одно из 1000 таджикских селений. Если бы 20 лет назад показали дыхканам такое хлопковое поле, не поверили бы люди своим глазам. А ведь они сами создали его, объединившись в колхозы. Уверенно пошло дело с хлопком. Другими стали и люди. 8 героев социалистического труда выросли в колхозе имени Сталина. Звеневой Гадайбой Юлдашев добился наивысшего урожая хлопка. Колхоз послал Нуриддина Мухиддинова учиться. Вернулся Нуриддин в колхоз агрономом. Развернулась зажиточная жизнь. Колхозный радиоузел. Своя библиотека у колхоза. Люди учатся, повышают свой культурный уровень, и библиотекарь, коммунистка Эхром Бахадурова, их первый помощник. В партийном бюро обсуждают заявление Махфират Исраиловой. Одна из лучших сборщиц хлопка, ровесница колхоза, просит принять ее в ряды партии Ленина-Сталина. 103 коммуниста в колхозе. Они составляют его ведущую силу. У пионеров сегодня гость – мамлякат Нахангова, та самая маленькая мамлякат, которой так завидовали все дети. Выросла мамлякат, учится, кончает институт, и скоро дети увидят ее учительницей. Детский сад колхоза имени Сталина. Счастливое детство у ребят, окруженных заботой колхоза. Атун Кадырова кончает 10-летку.
7 детей в семье колхозника Кадырова. Колхоз построил своему звеневому Абдулвахабу Кадырову новый дом. Весь старый кишлак Газион поместился бы в этом доме. На глазах Абдул-Вахаба образовался и вырос колхоз. Люди создали невиданные богатства. Доход колхоза превысил 13 миллионов рублей. Колхозники получили на трудодень 6 килограммов пшеницы и риса, до 30 рублей деньгами. Навсегда покончили люди с бедностью и нуждой. Только старики еще помнят о ней, да не хотят вспоминать. Леонид Джурабай Баратов. Он первым вступил в колхоз, и прозвали его односельчане Саркор, зачинатель. Сейчас общее собрание назначило ему и еще 9 преклонных лет колхозникам пожизненную пенсию. Спокойная, обеспеченная старость у Джурабая Саркора. Колхоз построил свой дом отдыха. Вот что создано на месте старого кишлака Газион. Уже и название кишлака забывают люди. Есть колхоз имени Сталина и его большие дела. А хотят люди еще большего. И докладывает Булат Бабакалонов в общему собранию колхоза о расширении хлопковых площадей, о новых возможностях дать стране больше белого золота. Большие итоги подвели на своем съезде хлопкоробы всей республики. Они выполнили пятилетку в 3 года. Секретарь ЦК коммунистов призывает мастеров хлопка к новым трудам и успехам в юбилейном году республики. От хлопкоробов не отстают и хлеборобы. Они обеспечили республику собственным хлебом. Сады заселили долины Таджикистана. Виноград здесь растет на высокой лозе, и грозди, налитые солнечным соком, ведут в эти золотые туннели. Вахабджон Таджаматов первым в республике получил звание героя за то, что его звено вырастило небывалый урожай винограда. Славятся и таджикские дыни. Как виноград и фрукты, их сушат, перерабатывают на консервных заводах.
Консервные комбинаты созданы в Ленинабаде и Канибадаме, в Усфаре, Уратюбе, Шахринау. Они на месте перерабатывают урожай фруктов. Выросли свои национальные кадры мастеров консервного дела, инженеры пищевой индустрии. Инженер-химик Салиха Ахмедова ведет контроль за качеством продукции. Десятки миллионов банок фруктовых консервов хранят плоды таджикской земли. Передовая мичуринская наука пришла на помощь колхозным шелководам. Она научила их выводить цветные коконы и получать за лето 2 урожая. Шелководы обеспечивают сырьем тройное увеличение выработки шелка, намеченное 5-летним планом. Шелкомотальные и шелкоткацкие фабрики были детищами первых сталинских 5-леток. Это были новые очаги национальной промышленности. Здесь формировались кадры таджикского рабочего класса. В этих цехах женщины проходили школу самостоятельности и равноправия. Вместе со своим комбинатом росла Тути Ишанова. Она выполнила 5-летку в 3 года. В 3,5 года закончил 5-летку весь Ленинабадский комбинат. Директор комбината, инженер Касимжон Умаров, открывает новый набивной цех, введенный в строй 5-летним планом. Первая проба. Заиграл пестрый узор, и тысячи цветов расцвели на шелковой ткани. Личным убором украшена и земля. Лепестки казанлыкской розы рядом на заводе превратятся в драгоценное розовое масло. Все новые культуры появляются в субтропиках Таджикистана. В Ворошиловабаде была заложена первая опытная плантация сахарного тростника. Это тропическое растение нашло в долине Вахша свою новую родину. Из сахарного тростника изготовляется натуральный ром. Теперь сахарный тростник будет расти уже в колхозах и совхозах. Колхозная звеневая, герой социалистического труда Гюльсюн Юнусова, взялась освоить новую культуру. Ворошиловабадская зональная станция вырастила и лучшие сорта граната. В субтропическом саду станции можно увидеть будущее садов Вахшской долины. Много экскурсий приходит сюда. Пионеры видят перед собой сад, который вырастет вместе с ними. Это лимон. По сталинскому плану в колхозах Таджикистана созданы цитрусовые сады. Животноводство составляет важнейшую республики. Новое всюду вступает в свои права. Собираются чабаны у лагерной палатки послушать лекцию старшего зоотехника. Микроскоп стал необходимой принадлежностью лагеря. А радио — обычным средством связи.
У каждой овцы свое предназначение. Гисарская курдючная с двухпудовым сальником дает мясо и сало. Каракульские овцы славятся драгоценной шкуркой, каракулем. А дарвасская овца дает густую обильную шерсть. Больше полувека ходит за овцами Халмирзо Сафаров. Простой пастух стал ныне героем социалистического труда, как и Джабар Кадыров, и Кулькара Халияров, три богатыря совхоза Кабадзе в долинах и горах. Не одни отары оживляют страну гор. До революции таджики не видели на своей земле ни одной фабричной трубы, а теперь в одном Токопском ущелье соединились несколько промышленных предприятий. В Новой Пятилетке построен этот комбинат. Молодежь, комсомольцы первыми потянулись к новостройке. Колхозником пришел на строительство Навроз Бабоев. Колхозник стал строителем, строитель — кадровым рабочим. Теперь он знатный бурильщик. Здесь добывали руду деды Навроза. Как музей осталась старая штольня. Широко размахнулся новый Токоп, город рудокопов и металлургов. Год назад здесь родилась у Навроза дочь, и сегодня в доме Навроза праздник, день рождения маленькой Сайрам. Много добра ей желает русский кузнец Хватиков, друг хозяина дома. Навроза учил своему трудному делу бурильщик Горепекин, и стали они друзьями навсегда. Большая дружная семья рабочих выросла здесь, и маленькая Сайрам начинает поколение родившихся в Токобе жителей. Для них уже созданы школы, построен дом культуры, для них зажжен свет в горах. Неисчерпаемые ресурсы водной энергии открывают богатые возможности электрификации страны. В числе новостроек пятилетнего сталинского плана крупнейшая в республике гидроэлектростанция Нижневорзовская. Над ущельем был переброшен мост для воды. Два берега потянулись друг другу навстречу, и ложе для реки сомкнулось. Мощные трубопроводы приготовились принять воду Ворзоба. И наступил день открытия. Нижневорзовская электростанция дала ток новым промышленным предприятиям Сталинабада. Неисчерпаемые богатства скрыты в горах Таджикистана. В Чарух-Дайроне, Кансае, Такели развернулась добыча цветных металлов. Таджикистан имеет свою нефть.
есть и свой уголь. Шахтеры Дмитрий Маркелов, Каландар Талибеков, Мирзо Назаров, старожилы Шураба. На их глазах поднималась таджикская кочегарка, оснащались механизмами шахты, поднималась добыча, вырастала семья славных угольщиков-таджиков. Немного раз человеческая нога мира. Но не только альпинисты поднимались сюда, на величайший в мире ледник Федченко. Неутомимое племя советских геологов, искателей горных сокровищ, проникло в самые отдаленные края страны гор. Поместить находку разведчиков на карту горных богатств страны. Филиал Академии наук СССР – центр научной мысли республики. Его возглавляет выдающийся русский ученый, академик Павловский. Русские ученые помогли вырасти новой плеяде ученых-таджиков. Теперь они работают вместе в прекрасно оборудованных лабораториях и институтах. Химики, зоологи, ботаники. Особенное внимание уделено проблемам развития сельского хозяйства. Над ними работает в сельскохозяйственном институте кандидат наук Гульмамедов. На селекционно-опытной станции лауреат Сталинской премии Подгурская, создавшая новые сорта льна, клещевины, кунжута. В ботаническом институте доктор наук Овчинников и кандидат наук Шукуров. Ректор университета Зариф Раджабов. По инициативе товарища Сталина в Таджикистане создан первый университет. Доктор исторических наук Раджабов читает лекции по истории родной страны. Таджики имеют богатую историю. Их большие организаторские и политические способности в прошлом ни для кого не составляют тайны, так писал товарищ. Доктор филологических наук Нияз Мухамедов знакомит слушателей с сокровищницей таджикского языка. Доктор геологических наук Сараджана Юсупова раскрывает слушателям богатство родной земли. В детстве тайком она училась грамоте. Только революция открыла перед ней двери школы, и новая жизнь повела ее в мир науки. Сейчас она сама учит молодежь. В аудиториях педагогического института воспитываются будущие учителя. Они понесут знания в 3000 школ республики. Медицинский институт. Здесь учатся студенты, чьим великим предком был таджикский ученый и медик Авиценна. Более 500 лечебно-медицинских учреждений созданы в Таджикистане. Все новые кадры врачей требует страна. И молодежь из Гарма, Куляба, Дарваза, из Шугнана и Шахристана приходит учиться в Сталинабад. Столица Таджикистана, Сталинабад, самая молодая среди всех союзных столиц. Ей 20 лет. Памятник Ленину, основателю советского государства. Памятник Куйбышеву, освобождение Таджикистана. Именем Сталина назвал свою столицу таджикский народ.
Здание Центрального комитета Коммунистической партии большевиков Таджикистана. Дом правительства. Композитор Шахиди работает над своей новой песней. Заслуженная артистка республики Ханифа Мавлянова провожает сына в школу. Новую квартиру получил мастер текстильного комбината Хаким Насреддинов. Город продолжает расти. Таким будет это план, но он уже воплощается в жизнь. Вот площадь, которую мы видели на макете. Она названа именем Москвы. На этой площади построен театр оперы и балета. В государственных театрах идут произведения русской и мировой классики и лучшие творения таджикской литературы и музыки. Народный артист Союза СССР Мухамеджан Касимов. Заслуженная артистка республики Ханифа Мавлянова. Лауреаты Сталинской премии Лютфи Захидова и Махмад Кабилов. Народная артистка республики Ашура Насырова. Она представляла советское искусство на международных фестивалях в Праге и Будапеште. Молодежь всех стран аплодировала ее мастерству. Еще в 1941 году на всесоюзном смотре в Москве партия и правительство высоко оценили искусство таджикских мастеров. Таджики — это народ, чья интеллигенция породила великого поэта Фердауси, и недаром они, таджики, ведут от него свои культурные традиции. Их древняя культура и особый художественный вкус проявляются и в музыке, и в песне, и в танце. Так говорил товарищ Сталин. Больших успехов достигла таджикская литература. В 1949 году состоялась декада таджикской литературы в Москве. Гости Москвы, руководители партии и правительства Таджикистана, основоположник таджикской советской литературы Садриддин Айни, лауреат Сталинской премии поэт Мирзо Турсунзаде, поэт Мирсаид Миршакар. Декаду открыл генеральный секретарь Союза советских писателей Александр Фадеев. Мы приветствуем славную таджикскую интеллигенцию, возвращенную советским строем, и весь таджикский народ, внесший
неприходящие ценности в сокровищницу великой социалистической культуры СССР. Выступает Мирзо Турсунзаде. Я хочу поделиться радостью, с которой таджикские писатели приехали в Москву. Здесь, под сенью кремлевских звезд, излучающих мирный свет всем народам, мы встречаемся с нашими старшими братьями, представителями великого русского народа. Мы приехали, чтобы приветствовать дорогих москвичей, жителей города, родного трудящихся всего мира, приветствовать в их лице великий русский народ, который помог нам добиться расцвета таджикской культуры. Мы приехали, чтобы приветствовать того, кто вдохновляет нас всех на подвиги, на борьбу за процветание нашей великой Родины, приветствовать друга, вождя и учителя всего передового человечества великого Сталина. Это был праздник всей советской культуры. Песни выходит одной, путь к коммунизму народы, дети отчизны родной, но крепкие сходы. Один отчизны родной, отчизные вина по чашам, честный разлучный друзей, глянула здравица наша. Наша святая Москва, город родной и великий, лучшие в мире слова скажут от сердца таджики. Они на честный разрыв, таджикские вина по чашам, честный разлучный друзей, глянула здравица наша. Выпьем, друзья, за отца, Сталина нашего друга, выпьем вино до конца, чаша тут ходит по кругу. О, вино честный разрыв, таджикские вина по чашам, честный разлучный друзей, глянула здравица наша, честный разлучный друзей, глянула здравица наша. Как эхо таджикских полей, из стана начался сбор хлопка. В колхозе имени Ленина вышла славная гвардия хлопкоробов, герои социалистического труда. Таджибой Абдулаев, Насалатхон Дадабоева, Мирзаир Тахиров, Махкам Давлятов, Миркамол Джалилов, агроном Мирсаид Якубов, председатель колхоза Акрам Хасанов, герой социалистического труда Угульхон Кахарова из долины Гисара призвала: соберем к юбилею республики по 17 тысяч килограммов хлопка. Джахангуль Сангоева откликается со Сталинабадских полей. Мама Сабзалиева подхватила вызов на Вахше. Через всю страну идет славная трудовая перекличка. Вышли на поля и первые хлопкоуборочные комбайны, первенцы, за которыми придут новые сотни машин. Эти горы белого золота течет
белое золото в амбары страны. Вот что дает ожившая Вахшская долина. Она стала основной базой страны по тонковолокнистому хлопку. В 3 года выполнил Таджикистан 5-летнюю программу по хлопководству. По урожайности хлопка Таджикистан идет на 1-м месте в Советском Союзе. По валовому сбору он занимает 2-е место. Десятки хлопкоочистительных заводов республики принимают урожай на свои машины. Это пора, когда по всем дорогам республики везут хлопок. Завершает обработку хлопка Старинабадский текстильный комбинат. 6 лет назад Саида Ахадова впервые подошла к этим машинам. Теперь она сменный мастер, депутат Верховного Совета Республики. Нигде женщина не была так бесправна, как на Востоке. Прежде забитая, угнетенная женщина Таджикистана стала общества. Майсара Кандинова – лучшая ткачиха комбината. Ее челнок подгоняет время, и 1000 метров сверх плана соткали ее станки. По ней равняются подруги, и к юбилею республики цех Майсары Кандиновой завоевал Красное Знамя. Так по всему пути хлопка, от колхозного хлопкороба до знатной ткачихи, идет боевой строй людей труда и славы. 20 лет по сталинским предначертаниям строит таджикский народ свою социалистическую республику. Славными победами встречала страна свой праздник. И, как всегда, в счастливый час победы слово народа неслось к великому учителю и вдохновителю побед. Таджикский народ писал письмо товарищу Сталину. «Дорогой Иосиф Виссарионович, мы гордимся своей цветущей республикой, неразрывной частью Великого Союза Советских Социалистических Республик. Мы гордимся, что советский народ, возглавляемый вами, является оплотом социализма, демократии и мира. Мы гордимся тем, что успехи социалистического строительства национальных республик Советского Союза вдохновляют на национально-освободительную борьбу народы колониальных и зависимых стран. Слава великому Сталину гремела по всему свету. В Старинабаде на юбилейную сессию собрался Верховный Совет Республики. Председатель Верховного Совета, депутат Таир Пулатов, открывает сессию. В своем докладе председатель Совета министров Таджикистана Джабар Расулов сказал: таджикский народ под руководством большевистской партии и советского правительства при помощи всех братских народов СССР и в первую очередь великого русского народа достиг небывалого развития. Минуя мучительную стадию капитализма, в исторически короткий срок он прошел от феодализма к социализму, и вместе со всеми народами Советского Союза победоносно идет к коммунизму. Пусть живет и здравствует долгие годы на радость всему трудовому человечеству великий вождь, учитель и друг Иосиф Виссарионович Сталин. Светлый образ гениального зодчего коммунизма осенял этот праздник дружбы и счастья. Представители братских народов несли таджикскому народу свои сердечные дары. И всюду один образ начертан рукой русских народных мастеров, резцом украинцев, скульпторами Белоруссии.
художниками Азербайджана. Туркменским и с высокой государственной трибуны возрожденного Таджикистана несся голос земли молодости. Таджикский народ земно кланяется вам, дорогой товарищ Сталин. Великую благодарность партии большевиков несет таджикский народ. Эти люди соединились навеки в Великий Братский Союз, вернули молодость древней земле таджиков, создали цветущую социалистическую республику, яркую звезду в счастливом созвездии Советский Таджикистан. Будь счастлив, мощен и богат, Таджикистан родной! Будь вечным раем на земле, бессмертной страной! Будь мастером великих дел, во всем сравнись с Москвой! Красуйся и расти века веков, мой край родной!